На База ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазии отметили День знаний. Более 2000 мальчишек и девчонок впервые переступили школьный порог. В Госфилармонии состоялась премьера полнометражного художественного фильма «Сария» молодого режиссера Сандро Аблотия. Абхазские футболисты ворвались в российскую медиалигу. В Абхазии встретили День знаний. 1 сентября также официальная дата начала нового учебного года в школах республики. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил с Днем знаний учащихся, педагогов и родителей. В поздравлении главы государства, в частности, говорится: образование подрастающего поколения – наш безусловный приоритет. Наряду с улучшением качества обучения руководство страны ставит задачу перед Министерством просвещения уделять особое внимание нравственно-патриотическому воспитанию молодежи. В преддверии учебного года по всей стране проведена работа по обновлению школ и детских садов. Все эти усилия направлены на то, чтобы ваши занятия были более комфортными и безопасными. Особые слова благодарности хочу выразить учителям. Именно благодаря вашим знаниям, терпению и преданности делу наши дети получают не только образование, но и важные уроки духовности, гражданственности и любви к родине. Ваш труд невозможно переоценить, и мы глубоко ценим ваш вклад в будущее страны. В этом году более 2000 мальчишек и девчонок впервые переступят школьный порог. Для них начинается увлекательный путь открытий и знаний. Пусть каждый день в школе приносит радость, новые умения и веру в собственные силы. Уважаемые школьники, учитесь с усердием, развивайте свои таланты и становитесь достойными гражданами нашей Родины. Желаю всем в новом учебном году энергии, ярких успехов и верных друзей. Конец цитаты. Бадра Гунба пожелал абхазским школьникам больших свершений на благо страны. Глава государства посетил школу номер 5 в новом районе Сухума, в которой когда-то учился, передает спутник Абхазии. Иахьа ҳаззегьы ҳгәы хыҭхыҭуа, шәара шәымацара шәакәӡам, ҳазегь ҳгәы хыҭхыҭуа иахьатәи амш. Ижәижәаа шықәса раԥхьа, иахьа шәара шәышгылоу еиԥш, абри ашкол аҿы сшьаҿа иахызгеит сара. Иахьатәи амш схы иархәаны, ҭабуп ҳарасҳәа сҭахуп арҭ ашықәсқәа инеиԥынкыланы, аҿар иҩҵазааӡо арҵаҩратә коллектив. Шәара шәџьабаа ианықәзаалакгьы ахәашьара уадаҩуп. Еиҵашәааӡахьоу абиԥарақәа хымԥада убас иҟалоит аамҭала ҳара ҳажәлар, ҳмилаҭ аԥеиԥш зыӡбыша, ԥхьаҟа изгаша биԥараны. Шәара ирылашәааӡо Аԥсны ашҟа абзиабара, агәалаҟазаара, ҳажәлар рҵасқәа, рқьабзқәа, рхымҩаԥгашьа, ажәлар арылаӡаара азҵаарақәа иҟарҵо хымԥада уи ҳарҭ иаҳныԥшуа усуп. Акыр иаԥсоу ашколҷкәынцәа, ишәзеиӷьасшьоит ақәҿиара дуқәа, аизҳара дуқәа, шәара шәыԥшӡаӡа иахьа ашколаҿ шәааира ҳара ҳзыгәдуроуп. Шәара шәҩызцәа зқьҩыла ашколҷкәынцәа ршьаҿа иахыргоит Аԥсны хынӡанаӡааӡо. Убас иҟалааит аамҭа абри абиԥара иреиҳаӡоу Аԥсны зышьҭызхыз, ақәҿиара ду азаазгаз биԥараны шәазаанхааит аҭоурых. И многофункциональную спортплощадку открыли сегодня на территории Сухумской школы номер 5 имени Ефрема Эшба. Как сообщает «Спутник», в церемонии принял участие президент Бадра Гунба. Такие проекты имеют большое значение для развития спорта в стране и являются важной частью поддержки молодежи, подчеркнул он. Спортплощадки построены при поддержке Краснодарского края. Всего их будет 12, 8 в Сухуме, 2 в Тхварчале, по 1 в Очимчире и Гале. Спикер Народного собрания парламента республики Лаша Ашуба поздравил школьников, студентов, родителей и преподавателей с началом нового учебного года. В поздравлении, в частности, говорится: особые теплые пожелания первоклассникам. Пусть этот день запомнится вам улыбками, добрыми словами учителей и радостным волнением.
Уважаемые выпускники, для вас этот учебный год станет особенно ответственным. Перед вами экзамены и выбор профессии. Опирайтесь на знания, полученные за годы учебы, и верьте в себя. Выражаем глубокую признательность педагогам и преподавателям. Ваш труд – это фундамент, на котором строится наше общество. Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение, уважение и благодарность. Родителям школьников желаем поддерживать своих детей в учебе и их мечтаниях и радоваться их успехам. Пусть новый учебный год будет плодотворным, добрым и успешным. Премьер-министр Владимир Делба 1 сентября посетил город Парчал. В первой школе Владимир Делба присутствовал на торжественной линейке и поздравил учеников школы с началом нового учебного года. Премьер-министр также посетил 4-ю и 2-ю школы города Парчал, поздравил с Днем знаний и пожелал успехов в новом учебном году. Сегодня в Республике Абхазия в первый класс пойдут более 2000 детей. И это знаменитая школа имени выдающегося представителя абхазской литературы, поэта, учителя Киршала Шамилевича Чачхалия впервые откроет двери для 10 первоклассников. Для них сегодня открывается новый путь к познаниям и новым возможностям. Пожелаю им прежде всего успехов. Уверен, что они будут достойно представлять свою страну. Для старшеклассников, выпускников, этот год, несомненно, станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути. Но я убежден в том, что как и сегодняшние первоклассники, так и будущие выпускники после окончания школы обязательно продолжат умножать славу нашей Родины. Уважаемые родители, хотел бы особенно обратиться к вам и пожелать вам выдержки и терпения. Вы обязательно будете гордиться успехами своих детей. Именно вы, наряду с учителями, вносите особый вклад в воспитание будущих поколений. Дорогие педагоги, вам отдельная благодарность и признательность за ваш труд, за вашу любовь к своему делу. Именно вы сегодня даете малышам, детям новые знания и сохраняйте традиции в воспитании гражданина нашей страны. Уважаемые школьники, еще раз хочу пожелать вам успехов в учебе, новых свершений, побед и достижений. В добрый путь! Министр просвещения Хана Гунба также поздравила с Днем знаний учеников, учителей и родителей. Дорогие школьники, уважаемые учителя, дорогие родители, от лица Министерства просвещения Республики Абхазия, от себя лично поздравляю вас с прекрасным праздником, с Днем знаний. 1 сентября, безусловно, это особенный праздник для всех жителей нашей страны. Это день особой радости, день встреч, день улыбок. В этом году в общеобразовательные учреждения Республики Абхазия впервые пойдут около 2500 учащихся. Дорогие первоклассники, я хочу пожелать вам, пусть каждый учебный день приносит вам новые знания. Удачи вам в новой школьной жизни. Дорогие учителя, с особой теплотой я хочу поздравить вас с началом нового учебного года. Искренне хочу вас поблагодарить за беззаветное служение профессии учитель. Удачи вам в новом учебном году. С праздником всех, с Днем знаний!
В День знаний в школах страны прошли торжественные линейки. За парты впервые сели более 2500 первоклассников. Как встречали праздник в Сухумской школе номер 1 имени Баграта Шинкуба в репортаже Заура Кварчи. В День знаний во всех школах Абхазии прозвенел первый звонок. Более 150 учебных заведений распахнули свои двери для учеников, а за парты впервые сели свыше 2500 первоклассников. Торжественная линейка прошла и в Сухумской первой средней школе имени Баграта Шинкуба. Здесь, как и по всей стране, праздник начался с гимна и поздравлений. Со словами напутствия к ученикам, родителям и учителям обратились дирекция школы и представители Министерства просвещения. Бзела шабит, хатырску, хасысча, ханача, хабача, хантуча, хабдуча. Бзела шабит, хатырску, пхакадих типш сдахало, хчар, хцайча. Бзела шабит, яхадиха школа ашта зырпшзо. Раб хазагнас шачаш сакwe эйхызгаз. Хашкол аштач акри аклас Ацайча, щепом шила. А школа же, акте класса чья и захучпа. Шхара хапшва. Что за халапа хашим? Жанр зайча бзет запашимо. Айли бакара шоуай. Уя браганысу обсарам. Царам швцай. Яха нырхаду. А школ позагирджи, яха игаранику. Акты отрабжи, ишзаанагадуй отрабжи, атанч разыграт хадзиргылана, агвабзира аман шалара, шбухтушах заед заги. Яха рабхадзагуна шачай хызга за школах, мям шуклает ацара дыррадуах. Агвабзира шзехашшут, бзеешь вашу школ, шурцайча, Алия коллектив даради бзю, ах, запшазмо коллективу. Старшие желали детям успехов в учебе, терпения и стремления к знаниям. Главными героями дня стали, конечно же, первоклассники. Для них сегодня все впервые, от школьной формы до волнения на линейке. Малыши читали стихи, пели песни и даже танцевали. На школьном дворе царила атмосфера настоящего праздника. Школ бзия, а царадыр пхаа, пхаа. Рабхедзагна щаджай хызги, акте школы сгургедра, сгуат спыхал гурфашневый, сырджавыш асыцакуа. После выступлений и символического первого звонка ребята вместе с учителями отправились в классы. Для Эльзы Квициня это тоже особенный день. Впереди долгий путь, по которому она поведет своих учеников. После того, как отпускаешь 4 классы, с 1 классом чуть-чуть волнительно и боязнь, можно сказать, что будто бы боишься чего-то. Потому что новые дети, новое поколение, мышление другое, и с детьми иначе надо уже и себя вести, преподносить все, что нужно. Хочу поздравить всех первоклашек с 1 сентября, с Днем Знания. Желаю, самое главное в наше время, это здоровье и счастливого мирного неба. Волнение разделили и родители. Они признаются, что этот день запомнится надолго. Я очень себя сдерживаю. Сегодня целый день мой 3-й сын пошел в 1 класс. И это на самом деле очень трогательно. Конечно, я надеюсь, что он привыкнет, будет хорошо учиться. Естественно, как любая мать, хочу, чтобы мой сын учился хорошо. Сегодня мы шли в школу в 1 класс с нетерпением, потому что целый год занимались, уже ожидали этого. Очень радостно, конечно, такое событие очень важное в жизни деток, ну и в жизни родителей тоже, наверное. Я думаю, что 1 год он такой вводный, особо требований нет. Главное, чтобы научились сидеть на уроках. Так начался новый учебный год. Впереди у ребят уроки, новые открытия и школьная дружба. Первые успехи и маленькие победы. Все то, из чего строится большая дорога к будущему. Заур Кварча, Владимир Капуза, Абаза ТВ.
Международная политика. Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Главное, темпы развития стран-членов объединения превышают мировые показатели. Средний прирост ВВП составил более 5%, растет и товарооборот, в том числе в национальных валютах. Кризис на Украине возник в результате прошедшего там госпереворота и попыток Запада втянуть Киев в НАТО. В этом вопросе Россия придерживается мнения о том, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой. Москва ценит усилия зарубежных партнеров в урегулировании кризиса. ШОС помогает формировать новую систему безопасности в Евразии, которая сменит устаревшие евроцентричную и евроатлантическую модели. Внешняя политика. 30 августа делегация Абхазии, возглавляемая министром иностранных дел Республики Олегом Барцыц, посетила Министерство сельского хозяйства Сирии, где состоялась встреча с министром Амджадом Бадром. Министр сельского хозяйства Сирии Амджад Бадр рассказал абхазской стороне о сложных условиях, в которых находится сельское хозяйство, отметив при этом, что новые власти Сирии предпринимают необходимые усилия для развития всех отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства. Абхазская делегация со своей стороны выразила готовность оказать помощь в обмене опытом в сельскохозяйственной сфере, учитывая богатый опыт в аграрной сфере. Во время встречи также были подняты вопросы торгово-экономических отношений и сотрудничества в сфере образования. В Стамбуле состоялась встреча абхазской делегации во главе с министром иностранных дел Абхазии с полномочным представителем Республики Абхазия в Турции Ибрахимом Авицба. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся деятельности абхазского представительства в Турции. В ходе встречи обсуждались направления дальнейшего сотрудничества и взаимодействия, а также укрепления культурных связей между Абхазией и Турцией. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия полномочного представительства Абхазии в Турции с посольством России в Турции и с генеральным консулом России в Стамбуле Андреем Буравовым. По итогам встречи делегация Абхазии в сопровождении полномочного представителя Абхазии в Турции и его заместителя направилась в аэропорт. На этом официальный визит делегации Республики Абхазия в Сирийскую Арабскую Республику завершен. Президент Абхазии поздравил народ Приднестровской и Молдавской республики с 35-летием со дня образования. Послание президента Абхазии Бадры Гунба было зачитано в ходе торжественного заседания в Тирасполе. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с 55-летием. В поздравительном адресе, в частности, отмечается: особую признательность хочу выразить за ту поддержку, которую вы оказываете Абхазии, за внимание к укреплению наших добрососедских связей. Отношения Абхазии с Кубанью всегда отличались теплотой, взаимопониманием и плодотворным сотрудничеством. И ваша личная роль в этом очень ценна. Конец. Где поставить светофор, а где лежачий полицейский? Где больше всего пробок и как это исправить? Аналитикой движения транспорта и пешеходов в Сухуме занимается специальный департамент организации безопасного дорожного движения. В преддверии 1 сентября особое внимание уделено зонам у школ и детсадов. Что сделано, чтобы облегчить транспортную нагрузку, и что планируется, расскажет Надежда Боровикова в ближайших выпусках новостей. Новости культуры. На днях в Государственной филармонии состоялась премьера полнометражного художественного фильма «Сария» молодого режиссера Сандро Облоти. Фильм на абхазском языке с русскими субтитрами – это история застенчивой девушки из глубинки, которой выпал счастливый шанс поступить на курсы живописи в Абхазский госуниверситет. Там юная Сария встречает загадочного фотографа, обретает друзей и врагов. Ей доведется узнать цену искренней дружбы и горький вкус предательства. Среди этих событий ее ждут приключения, испытания. Пройдя через них, Сария сумеет обрести гармонию в душе и найти себя. Чудаковатый цветок, однажды найденный ею, становится символом ее преображения. И когда его бутон распустится, откроется миру и ее собственное сердце. Сандро Облоти выступал не просто как режиссер, он и сценарист, оператор, монтажер, звукорежиссер и графический дизайнер. Поговорю немного о фильме. Это заявлено, что это романтика и драма, но это еще и сарказм, это как аллегория на наше общество. И мы работали над ним год и снимали 2 месяца. Вот. И я очень трепетно отношусь ко всему, и я даже сам написал музыку к этому фильму. Вот. Я надеюсь, вы оцените все, что в этом фильме. И
и приятного просмотра. Премьера спектакля «Голый король» пройдет в Абхазском драматическом театре 8 и 10 сентября, сообщает Минкульт. Комедию Евгения Шварца на абхазском языке ставит юго-осетинский режиссер Тамерлан Дзудзов. В постановке задействованы 25 актеров. Главную роль сыграет Алхаз Шамба. Туризм и рейтинги. Абхазия вошла в топ-5 направлений для отдыха в сентябре у россиян. Доля продаж туров в республику составляет 5,9% от общего объема, сообщили в АТОР. В этом году она выросла на 0,4%, из-за чего Абхазия поменялась местами с Таиландом, закрывавшим пятерку годом ранее. Лидером традиционно стала Турция, на долю которой приходится более 40% купленных путевок. В десятке популярных направлений также Вьетнам, Китай, Мальдивы и Куба. Абхазские футболисты ворвались в российскую медиалигу не без поддержки президента Бадры Гунба и первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Первый матч они сыграли с командой Чертанова Медиа и уступили москвичам со счетом 0-3. Подробнее о том, как это было, рассказывает Мариана Котова. Спорт, музыка, традиции, тренды. И все на одном поле стадиона «Динамо» в Сухуме, где встретились лучшие абхазские футболисты и игроки московского Чертанова в рамках турнира Российской медиалиги. Медиалига – это альтернатива высшей лиге российского футбола. Она образовалась в 2022 году. Блогеры, звезды шоу-бизнеса, бывшие футболисты стали играть в составе различных команд друг с другом. Это было сделано для того, чтобы увеличить зрелищность футбола, привлечь больше внимания аудитории. В медиалиге какие-то правила работают, какие-то правила не работают из классического футбола. Но все направлено на то, чтобы привлечь больше внимания, развлечь зрителей. Но, как говорят знатоки футбола, медиалига в скором времени может составить достойную конкуренцию высшей лиги российского футбола. По словам легенды абхазского футбола Ахрика Цвейба, главное, что дает медиалига, шанс для абхазских футболистов громко заявить о себе на огромную российскую аудиторию. То, что Абхазия, команда Апсны, выступает в медийной лиге, это огромный плюс. Во-первых, ребята, есть шанс показаться в России, понимаете. Есть такие моменты, когда игроки, играющие в медийной лиге, они как подписывают профессиональные контракты с высшей лиги российского чемпионата. И сегодня посмотрите, какой праздник. Это разве минус? Посмотрите, сколько народу пришло. Начался матч со зрелищного шоу. Показать традиции, тренды Абхазии стало первостепенной задачей хозяев поля. Качество игры важно, но в основе удовольствие, которое получают футболисты и фанаты от того, что может развернуться вокруг игры. Таковы принципы медиалиги. Помимо интересных для молодежи, в первую очередь, правил, для зрителя интересных правил, которые, как мне кажется, делают футбол гораздо интереснее, тут присутствует еще очень много элементов, которые заставляют игру быть наполненными событиями. Аутозамата, красный мяч, буллеталити, тайм-ауты, челленджи на новых игроков и так далее. Медиалига – это лига, которая, помимо всего прочего, создает огромное количество контента, обвязывающего матчи между собой. Каждая команда лиги представляет из себя огромную медиа-единицу. Блогеры, инфлюенсеры, артисты, музыканты, телеведущие, просто звезды индустрии. Все они представляют свои клубы. Каждый из этих клубов ведет свою большую контентную жизнь. Поэтому это целая огромная экосистема, где ты можешь познакомиться с любым из футболистов, либо с клубом, либо с кем-то из инфлюенсеров через контент, который, по большому счету, для них является обыденностью, и это очень важно. Для абхазской сборной участие в медиалиге – способ выйти из изоляции. Республиканский чемпионат, во-первых, не дает футболистам возможности профессионального роста, а во-вторых, не способствует продвижению Абхазии в спортивном мире. По словам президента Федерации футбола Шабата Логуа, сегодня футболисты могут продвинуть не только себя, но и страну. Именно для этого нам нужно участвовать в медиалиге. И наша единственная возможность выступать на международной арене – это вот как раз такого рода турниры. Но именно медиалига нам интересна тем, что мы можем показать не только своих футболистов, но и рассказать о том, какая Абхазия, показать ее с хорошей стороны, показать наши традиции. Здесь очень много
медийной составляющей, поэтому мы будем это использовать во благо Абхазии. Чемпион Конифа Руслан Шоня, забивший в финальном матче Абхазия-Пенджаб в 2016 году решающий мяч, уверен, что абхазской сборной нужно играть с любыми соперниками, потому что каждая встреча делает игроков чуть сильнее и придает стимул двигаться дальше. Я считаю, неважно, с кем ты играешь, играть за сборную – это всегда привилегия и честь. И каждый должен стремиться к этому. И неважно, кто выходит против тебя. Ты должен выходить, побеждать и доказывать в каждой игре, что ты свою состоятельность и то, что тренера, руководство, федерации, они не ошиблись своим выбором. И ребята, каждый из них, я уверен, так к этому и относится, потому что мы проводили работу не только для того, чтобы собрать трибуны, тренировки, но и обсуждали это все, потому что есть ребята молодые, тяжело пройти как бы. Есть, как это сказать, предстартовый мандраж, он всегда есть у всех спортсменов. Вот, поэтому наши ребята готовы, и я говорю это с полной ответственностью. Правила игры в футбол в медиалиге отличаются от классического футбола. Есть челленджи или, например, возможность взять минутный перерыв, пересмотреть эпизоды матча. Тайм длится всего 25 минут, что дает возможность футболистам раскрыться по полной, не экономя силы. Но, несмотря на все бонусы медиафутбола, в первой части матча Апсны Чертанова распечатать ворота никому не удалось. Первый тайм матча между футбольными клубами Апсны и Чертанова закончился ничьей 0-0. Было несколько опасных моментов и у ворот российских футболистов, и у ворот наших футболистов. 3 раза вратарь футбольного клуба Апсны спас ситуацию. Но изменить счет ни одной из команд так и не удалось. Второй тайм абхазы начали довольно резво, дружно создавая опасные моменты у ворот чертановцев. Но всякий раз мяч оказывался или выше ворот, или в руках вратаря. На 13-й минуте первый гол забил 9-й номер россиян Игорь Мельник, и следом второй 3 минутами позже. До начала матча Игорь признался, что приехал в Сухум только с одной целью – получить удовольствие от игры. Ведь команде из Чертанова, по его словам, еще никогда не приходилось принимать участие в матче с такой грандиозной поддержкой болельщиков. Блин, смотришь на трибуны и ожидание просто кайфануть. Нам перед игрой Олег Манекен сказал, просто кайфаните и с кайфом победите. И мы просто хотим здесь кайфануть, потому что при таких болельщиках кто-то, может, не играл вообще, а кто-то, может, там последний раз сыграл. Типа, это надо прочувствовать. Как рассказал Игорь Мельник, или Мел, как его называют фанаты, футболисты сверяются с гороскопами, прежде чем выйти на игру. Я водолей, но тем не менее в команде. Но там надо на арканы смотреть. Там реально, типа, если что-то в дом какой-то не зашел не тот, то он может предъявить. Он может что-то сказать. Следите за этой темой? Конечно. Конечно, я слежу, я все про себя знаю. Сверять часы с высшими силами – норма, которую ввели в Чертаново медиа владельцы клуба. Певица Инстасамка и ее муж Олег Еропкин, более известный как Манекен. Но, по словам Олега, в Абхазии сил его команде больше должна придать атмосфера, а не правильное расположение звезд. Я именно в этой теме не силен, но моя жена Дарья, когда она сюда приедет в следующий раз, она вам более подробно расскажет, но вкратце, да, если есть какая-то прям супер несовпадаемая дата с тем, что мы делаем, если там шестерка не в девятке, то, конечно, и ты не в команде, как говорится. Я думаю, что с такой атмосферой будет кайфово играть сегодня. Я понимаю, что будет сложный футбол, будет очень плотно, но атмосфера для нас такая впервые. Спасибо вам огромное за то, что устроили такой праздник футбола. Очень приятно здесь находиться. Исходя из погоды и людей всех, я думаю, что сегодня идеальный день, чтобы победить нам. Да. Хотелось бы, чтобы нам. В отличие от многих команд медиалиги, в Чертаново в большинстве своем играют профессиональные футболисты. Те, кто окончил известную Чертановскую академию футбола, но не попал в большой спорт. Команда была сформирована еще до того, как ее купили артисты. Но чтобы попасть в медиалигу, спортсменам нужна была поддержка. Мы год примерно просто готовились, тренировались. Это было в позапрошлом году. До определенного момента не могли попасть в лигу. И мы встретились с нашим воспитанником нашей академии, небезызвестным в медиапространстве Манекеном, Олегом Еропкиным. Он наш воспитанник 2000 года рождения. Встретились с Дашей, его супругой, инстасамкой, и
их заинтересовал наш проект, и они присоединились вот ко мне, и мы вместе сделали так, что команду взяли в медийную лигу. Команду Апсны удалось собрать из лучших футболистов Абхазии благодаря поддержке президента Абхазии Бадры Гунба и первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Хочу сказать слова благодарности президенту Республики Абхазии Бадре Зурабовичу Гунба и, конечно же, Сергею Владимировичу Кириенко за оказанную нам поддержку, финансовую поддержку. Сегодня главным тренером футбольного клуба Апсны является Герман Кутарба. Вы знаете, он известная личность, великолепный футболист, который покорял лучшие российские поля. Ему помогают в тренерской деятельности Алексей Бондаренко, это легенда Конифа 2016, и также такая же легенда 2016 Конифа – это Астамур Цишба. Для абхазских футболистов игра с российской командой стала большим праздником во многом потому, что игры при полных трибунах и при поддержке буквально всей страны случаются нечасто. Ощущения хорошие, конечно. Представьте, не каждый день так играешь при такой трибуне, так что они нас будут гнать вперед. По словам Алима, команда Абхазии была готова к тому, что придется непросто. Ведь среди игроков опытные футболисты, к тому же со спортивным образованием. И ведь действительно за Чертанова играют и чемпионы мира, хоть и травмированные. Да, я чемпионка мира в Бразилии. Также я играла в сборной России, капитаном была молодежной. Вот. Много раз участвовала в чемпионатах Европы, просто потом ахилл порвала. И, к сожалению, профессиональный футбол для меня закончился. Когда медиалига создавалась, в каждой команде играла хотя бы одна девушка. Сейчас это не обязательное условие, но, как говорят чертановцы, присутствие на поле женщины хорошо сказывается на слаженности игры. Да слушайте, она лучше половины футболистов. Типа, когда она в центре пола, мне хоть приятно играть, потому что я как нападающий играю с центральными. Она все видит, все слышит, в момент отдаст, в ножку отдаст. На последних минутах матча абхазские футболисты решили воспользоваться опцией медиафутбола «Красный мяч». Это когда одна из команд просит возможность забить гол в течение 3 минут, и тогда он засчитывается за 2. В этой игре красный мяч не забил никто. Но буквально за несколько секунд до финального свистка чертановец вкатил 3-й мяч в ворота Апсны. Буквально через несколько секунд матч между командами Апсны и Чертанова завершится. Счет 3-0. Ну, абхазскую команду ждет ответный матч в Москве. И там абхазские футболисты, возможно, покажут более классную игру. Чтобы поддержать абхазских ребят после неудачного дебюта в медиалиге и вдохновить на будущий матч, к ним в раздевалку зашел президент Бадра Гунба. Эмоционально мы были заряжены. Немного не хватило, но каждая неудача – это новый путь к успеху. Я вам желаю успехов. Вы замечательные ребята, вы профессионалы. Ни в коем случае не расстраиваться. У нас впереди 6 числа 2-й матч. Я уверен, что вы там покажете и свой характер, и профессионализм. Удачи вам огромное. Вы самые лучшие, я хочу, чтобы вы знали. Молодцы. Несмотря на результат, матч Апсны Чертанова стал большим футбольным праздником, объединяющим всех от мала до велика в едином желании продвигать Абхазию и двигаться самим к общему успеху для всей страны. Марианна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Первая половина сентября порадует жителей и гостей Абхазии теплом. По словам климатолога Асиды Ахсалба, дневные температуры будут колебаться от 24 до 29 выше нуля. Температура морской воды составит 26-27 градусов. Осадки ожидаются 2-4 сентября, но на побережье они будут кратковременными. Ахсалба добавила в интервью «Спутник», что в бархатный сезон знойной жары не ожидается. Благодаря дождям температура станет комфортной. Постепенное похолодание начнется со 2-й половины месяца. Те, кто запланировал свой отдых в Абхазии на 1-ю половину сентября, однозначно могут приехать и насладиться погодой, уточнила она. Сейчас о погоде. Во вторник, 2 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода с ночи и до полудня, преимущественно без осадков. Ближе к вечеру местами возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 17 до 22, днем от 25 до 30 градусов. Температура морской воды 27 градусов, волнение морской воды слабое и значительное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90%.
На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на База ТВ.